Телек Алмазбекович, у вас есть вопрос? Да, пожалуйста. То есть, подтвердите еще раз, пожалуйста, что вы считаете данную статью справедливой и разумной, как вы сейчас озвучили. Я озвучил свою позицию. Все, Позицию спасибо. Генеральной прокуратуры. Спасибо. Все-таки буквально пару тезисов относительно того установления данных пределов, которые оспариваются в данном случае заявителем. Позицию Генеральной прокуратуры еще раз подтвердить. Повторите, пожалуйста. Установление вот этих пределов. Ссылаемся на часть 10 статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Кроме того, раздел 11 Уголовного процессуального кодекса также предусматривает исполнение приговоров. Согласно статьи 6 пункта 7, это задачу задачами является это, сейчас можно, да, секундочку. Задачами уголовного судопроизводства является обеспечение возмещения материального ущерба и морального вреда. Понятно. Представители Джоркинш, у вас есть вопросы к представителю Генерального прокуратуры? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Нет вопросов. Да. Да, Чинар Скорбековна, пожалуйста. Я хочу спросить у вас, вы все-таки как надзорный орган, в данном случае, когда обвинительный акт составляется, очень четко написано в структуре, должно быть размер ущерба должен быть расписан, да, и сам размер, да, вот морального вреда, который должен быть возмещен. У прокуратуры, проверяя, да, вот, скажем, действия следователей, есть какая-то методика определения, правильно определено или нет? Какие есть критерии в данном случае? Вот, скажем, преступление менее тяжкое, оно должно что, с 5000 начинаться? Или как это должно быть? Ну, критерии вот именно отражены в оспариваемой норме статьи 71. Понятно, с 5 до 100 получается. Да. В данном случае как вы определяете? Здесь 5000, здесь 10 тысяч, здесь 25 тысяч. Как вы это определяете? Ну, классификация преступлений. Есть классификация? Ну, где это написано? У нас есть методика Уголовный кодекс, да, предусматривает как преступления небольшой тяжести, менее тяжкие, тяжкие, особо тяжкие преступления. Нет, непонятно. Мергуль Сулбековна, да. Вот предыдущий тоже с представителя Верховного суда, и вы сейчас ссылаетесь на раздел 11 Уголовного процессуального кодекса «Исполнение приговора». То есть вы, включая, якобы так, законодатель, включая эту норму, да, оспариваемую норму, в свое время усматривал также и эффективность исполнения приговора. Вы полагаете, что, определив вот эту вилку, да, до предела, да, это будет эффективное исполнение, вот, эффективное исполнение приговора? Или даже если 100 тысяч определит суд в своем решении, насколько вот этот вопрос исполнения приговора сейчас здесь в данном случае приемлемо при обосновании своей позиции? Так, я понял. Законодатель не ограничил потерпевшего в обращении с этим же вопросом в рамках гражданского судопроизводства. Исполнение приговора, чтобы эффективное было исполнение приговора, поэтому определили границы 50 и 100 тысяч, да? С целью, да, с целью того, чтобы, чтобы решение суда в части возмещения морального вреда было реализовано потерпевшему, чтобы права потерпевшего также не были ограничены. Тише, тише, потом обсуждение. Хорошо. Есть еще вопросы? У представителя Джоркинша нет вопросов, да? Присаживайтесь. Спасибо.